У настоящего всегда есть свое начало, корни, история. Из поколения в поколение трудовых коллективов передается отвага, доблесть и честь. Истоки столичного гарнизона города Нур-Султан в Акмолинске, Целинограде, Акмале, Астане. В те далекие годы она содержалась за счет городского бюджета и средств, вносимых состоятельными людьми, такими как братья Кубрины, Нурмухамед Забиров, купцы Нагаевы. Штатная численность первой пожарной команды города Акмолинска составляла 24 человека. На вооружении было 36 лошадей, 5 дрог, 16 ведер, 3 лестницы. Шли годы. В стране происходили преобразования. Город стремительно развивался. Строились новые заводы, росли существующие предприятия, ширился жилой сектор. Неуклонно улучшалась и организация пожарной охраны города Целинограда. Благодаря обретению суверенитета наша страна успешно осуществляет масштабные реформы в различных областях общества. Столичный гарнизон по праву гордится своей долгой и славной историей. В 2000 году противопожарной службе города Акмалы было вручено государственное знамя. Кардинальные изменения происходили и в отечественной системе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Большие, наверное, изменения. Вообще такой службы не было, как сейчас мы представляем Министерство по чрезвычайным ситуациям. Действительно, наше министерство досталось очень много вопросов, которые начинались сначала, со дня независимости, становления нашего министерства. Прежде было агентство, комитет был, далее министерство, потом нас присоединяли к МВД. В эти моменты, конечно, что-то приобреталось, что-то и терялось. В связи с указом переноса столицы преобразована город Астана, столица Казахстана, и Акмолинская область. И в результате, значит, государственная противопожарная служба разделилась на город и на Акмолинскую область. Выношу на ваше рассмотрение очень важный для жизни республики, особенно перспективу, вопрос о переносе столицы нашей страны. Столица любой страны – это лицо страны. Здесь руководители наши первые, здесь основные все министерства, ведомства, банки. Все это заставляет в ритме держать и страну, и, наверное, и международные вопросы именно уходит все это со столицы. Ну а лицо само понятно. Лицо должно быть красивым, светлым, уютным, респектабельным. Все, что мы сейчас имеем. Постановлением Кабинета министров было принято постановление о создании противопожарной службы именно на объектах по охране зданий высших эшелонов. Столичный гарнизон – это лицо государства. Естественно, это большая ответственность быть руководителем и работать в столичном гарнизоне. Наша столица, как молодой, развивающийся, перспективный город, имеет уже много уникальных зданий и сооружений. В столице много уникальных зданий, высотных зданий. Опыт тушения приходит с годами, с тем, что мы уже сейчас сталкиваемся с нынешними реалиями. И когда возникает чрезвычайная ситуация, пожары на этих зданиях и сооружениях, личному составу гарнизона точно так же приходится действовать уникально. Тактику тушения вырабатываем. Для этого нужна новая инновационная техника. Когда разделились на область и город, и на столицу, при таком городе более 300 тысяч населения тогда было, если я не подзабыл, мне память не подводит. 7-8 автоцистерн стояло на дежурстве, не считая специальных автомобилей. И на выезд личного состава было 35-40 человек. Затем уже поэтапно развивался и город, и развивалась противопожарная служба. Первый аким города Астаны Жаксыбеков Адылбек Рыскельдинович. И мы разработали программу развития государственной противопожарной службы на 5 лет города Астаны. И туда пошли мероприятия по усилению противопожарной безопасности, как на объектах города, так и самой противопожарной службы. Когда столичный гарнизон образовался, левого берега не было, было всего лишь 2 подразделения. Затем уже объектовые предприятия переоборудовали в пожарной части. Было всего 5 пожарных частей с выездной техникой, которые выезжали
по городу, по правому берегу, левый берег только зарождался, только начинал строиться. Не было еще должного оборудования, техники, обмундирования. Нам в этом помогал столичный акимат. За годы независимости создана достаточно эффективная отечественная система по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Развиваются система гражданской обороны и противопожарная служба. Выросла техническая оснащенность спасательных и пожарных подразделений. Накоплен огромный опыт в деле защиты и спасения людей. Куда все бегут. Как бы банально не звучало, это так. Өтсөнді маманың таңдаған себебім бұл біріншіден бала кездегі арманым. Оқуды тамамда салысымен арнайы оқу орнына барып, оқуын бітіріп, осы жұмысқа келдім. Бұл енді жұмыстардың ішінде ең адал жұмыс деп өзім ойлаймын. Ең бірінші міндет адамның өмірі ғой бұл жерде. Сондықтан осы мамандықты таңдадық. Емкое слово «спасать» объединяет пожарного, медика, военного, кинолога. Құтқарушы мамандығы жүректілік пен батылдықты талап ететін мамандық. К этому никак не привыкнешь. Было страшно. Было страшно не за себя, а за тех людей, которых ты спасаешь. Самое сложное в работе спасателя – это, наверное, не сломаться морально. Шынымды айтсам, бойымда қорқыныш болған емес. 7 жылдан астам осы салада жұмыс атқарып келемін. Бұған мен арнайы
дайындалып, психикалык және физикалык тұрғыдан дайындалып келген. Канал. Посмотрите у него канал. Все, пошел. Давай. Первый пошел. Цепка длинная. Ближе возьмитесь. Давай, ждем через 5-7 минут. Первым делом у спасателя должно быть доброе сердце. Второе, он должен быть воспитанным. Алихан Бакихан говорил, что служение нации зависит от характера, а характер формируется благодаря воспитанию. Третье, это он должен быть храбрым, но при этом он должен уметь соизмерять опасность и угрозу. Спасатель первым делом он человек, а человек это существо эмоциональное, поэтому у него первым делом должен быть в душе эмоциональный баланс. Специфика работы пожарных спасателей требует от специалистов не только знаний и навыков, но и предъявляет высокие требования к их личным качествам. Работа пожарных спасателей во всем мире считается одной из наиболее трудных и в то же время самых важных. Сотрудники службы спасения обязательно должны быть храбрыми и выносливыми, иметь отличную физическую подготовку, а также обладать теоретическими знаниями и практическими навыками борьбы с огнем. Этот день бывает раз в жизни. День, когда выбор трудной и опасной службы нужно подтвердить словами присяги, данной публично, перед строем, глядя в глаза командиров и товарищей. Таулардан көшкін құласа, сүйеніш болар сол адам. Апаттан біреу жыласа, жобаныш болар сол адам. Угрожают лавины. Мен Қазақстан Республикасының азаматы сотталған олар азаматтық қорғау органдарына қызметке кіре отырып адамдардың өлімі мен денсаулығын мемлекет меншігін құқық байлығын және қоршаған ортаны қорғау ісіндегі өзінің жауапкершілігін сезіне отырып Қазақстан Республикасы президентінің атынан құтқарушы батырды батыл от болар, құтқарушы апаттың сәтте жоқ болар. Өрліктің өзі, елдіктің сөзі, ерліктің көзі тек солар, тек солар. В 2021 году, в преддверии 30-летия независимости Республики Казахстан, в городе Нур-Султан была открыта своя аллея спасателей. Биыл тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы. Сонымен қатар бас қаламыз Нұр-Сұлтан қаласының туған күнінің қарсаңында осы сіздерге арнап, құтқарушыларға арнап, осындай саябақ ашып жатырмыз. Это дань уважения на самом деле всем спасателям. Несмотря на зной, жару, вы на передовой спасаете жизни людей. Это очень благородная миссия, которую вы выполняете. Самое главное, мы отдаем дань уважения этой сложной профессии спасателей, которые ежедневно, рискуя собственной жизнью, спасают другие жизни. К сожалению, наша служба опасна, имеет свои определенные нюансы, когда погибают в том числе и наши сотрудники.
Помянем, братья, тех, кто мир собой закрыл, про личный свой успех для нас навек забыл. Помянем их мольбой, чтобы простили те, кто нас не взял с собой, оставив на земле. Помянем их 100 крат и рюмкой, и слезой, и горечью наград за их прощальный бой. Помянем, стоя все, склонившись над травой, они ушли там, где свет прячется за мглой. Верните память, вернитесь сами, я отмолю вас всех слезами. Земля и небо слились навечно, как это больно, бесчеловечно. Протянем руки к тем, глаза чьи слез полны, чей дом осиротел от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих. Верните память, вернитесь сами, я отмолю вас всех слезами. Земля и небо слились навечно, как это больно, бесчеловечно. Протянем руки к тем, глаза чьи слез полны, чей дом осиротел от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих. Вновь сирены сигнал разрывает покой. Кто-то помощи ждет, в небе зарево кружит. Понимает ночкар, предстоит трудный бой и выходит вперед. Он Отечеству служит. Мог писать он картины, мог в космос летать, мог на дно океана в батискафе спускаться, но решение принял спасателем стать и в пожарной охране навсегда прописаться. С головой он в дым и в огонь напролом, ради жизни людей, забывая о страхе. Сослуживцам своим говорил он потом: «Мне не страшен злодей, я родился в рубахе». Во втором этаже пламя рвется в окно, плотным дымом для всех путь отрезан наружу, но штурмует уже боевое звено, твердо веря в успех. Он сегодня так нужен. Распылитель включен, бьет упруго вода, осаждается дым, и огонь отступает. Чей-то слышится стон. Значит, рядом беда. Он опять впереди. Человека спасает. Телевизор покажет про любовь сериал. Всем известный сюжет. Все расставлены точки. В сводке коротко скажут: потушен пожар. Обошлось все без жертв.
а о нем и ни строчки. Седовласый полковник поднимает свой взгляд. Годы быстро бегут, но не мимо. Недаром подросли и достойно в карауле стоят, службу верно несут молодые начкары. В любой сфере жизнедеятельности человека кадры решают все. Создали комиссию по чрезвычайным ситуациям при министерстве, которая потом переросла в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. Первый был его, мы знаем, господин Макиевский. Человек-легенда, строитель, спасатель, стратег Макиевский Николай Михайлович. Яркий жизненный путь от рабочего до премьер-министра. Это он. В период становления независимости страны возглавлял Государственную комиссию по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Решением аномастической комиссии акимата города Нур-Султан имя государственного деятеля Николая Макиевского присвоено улице А-23. Мы отдаем дань уважения всем ветеранам. Главная традиция нашего гарнизона – это преемственность, учет и уважение к ним, внимательное отношение. Ветеранская организация департамента города Нур-Султан начинает свое исчисление с 1987 года, первыми руководителями которой были полковники Нагаев Марлен Галимжанович и Смагулов Серегбай Смагулович. В 90-х годах, до образования первичной организации, вопросами ветеранского движения занималась Зайцева Нина Игнатьевна, работник отряда профессиональной пожарной охраны. На учете в то время состояло 23 человека. Это ветераны пожарной охраны, войны и тыла. Данилов Геннадий Иванович, Заиченко Иван Афанасьевич, Смагулов Серегбай Смагулович, Махов Алексей Акентьевич, Демчихин Владимир Данилович, Мухаммедшин Асгардин Мухамедович, Свириденко Александра Михайловна, Кабдуалиев Касимбай Кабдуалиевич и многие другие. В настоящее время на учете состоит 256 ветеранов органов гражданской защиты, которые ведут активный образ жизни, принимают участие в общественной и спортивной деятельности департамента и с удовольствием делятся большим опытом с подрастающим поколением. Уважаемые дорогие наши ветераны, разрешите поздравить вас с празднованием 30-й годовщины независимости нашего государства. Желать всего доброго, крепкого здоровья вам, вашим семьям, благополучия, мирного неба над головой. Дорогим уважаемым ветеранам выразить слова благодарности за тот вклад, который внесли в развитие, становление нашего гарнизона. За ту базу материально-техническую, за машины, за пожарные депо, за воспитание веренного нам нынешнему личному составу, за то, как они умеют тушить, спасать людей. Большое вам спасибо и примите слова искренней благодарности. Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға бақыт, жұмыстарыңызда творчестволық табыс тілеймін. С учетом современных реалий и повышения требований к физической подготовке спасателей возникла острая необходимость в строительстве спортивного комплекса. В июле 2010 года, в преддверии 12-летия Дня столицы, премьер-министром Республики Казахстан Каримом Масимовым торжественно на базе специализированной пожарной части номер 5 более чем на 5000 квадратных метров был открыт уникальный спортивный комплекс Кут-Каруши с бассейном, манежем на 4 дорожки и учебной башней. Спорткомплекс в настоящее время имеет свою легендарную биографию. Была образована первая в истории МЧС женская команда. Выросли выдающиеся чемпионы, такие как Жылкайдаров Орал, Дуйсеков Мирас, Алжабаев Тимирлан, Шаншарбекова Сауле, Гептина Елена, Кулахмедова Лаура и Чатнова Любовь. Қызметкерлердің үнемі дене дайындығын қамтамасыз ету үшін
түрлі секциялар бар, құтқарушы спорт кешені жұмыс істеп тұр. Гарнизон бүгінгі күні барлық заманауи үлгіде жабдықталған. Сондықтан да біздің гарнизон халықаралық деңгейде көршілес елдерден еш кем емес. Этот спорткомплекс «Құтқарушы» открыли в 2010 году. Спорт поднялся на высший уровень, пожарный, спасательный спорт. Мы стали 10-кратный чемпион Казахстана, 5-кратный зимой, 5-кратный летом по пожарно-спасательному спорту среди мужчин, 7-кратные чемпионы сборной женской команды. Выпустились около 6 мастеров спорта международного класса, 15 мастеров спорта Республики Казахстан, 12 кандидатов в мастеров спорта. Участвовали в чемпионате мира, там наши ребята заняли по боевой разведке, стали чемпионом мира. Казахстан! Ура! Как известно, много бывает пожаров от детской шалости с огнем. Уничтожаются большие материальные ценности, нередко гибнут люди и, к сожалению, сами дети. Как предотвратить эту беду? Ответ один. Повседневная умелая работа с детьми и подростками. Бізге мынандай бәрімізге былай деп айтыңдар. На пожар деңдерші, бірге айтайық. 3-4. На пожар. Становится особой традицией участие детей в общественной жизни департамента. Отрадно, что сотрудниками уделяется большое внимание и детям гарнизона. Вот, ребята, вы сегодня получили дипломы, значит, мы знаем, надеемся, что у нас все правила пожарной безопасности вы знаете, правда? Да! Спасибо за то, что вы всегда приходите к нам на помощь. А мы вырастем и ваше дело подхватим, да, парни? Мы не будем нарушителями, мы будем спасателями. Дорогие ветераны, уважаемые сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. 16 декабря мы отмечаем с вами 30-летие независимости нашей страны. За годы независимости наша страна пережила много проблем и светлых моментов. И думаю, то достижение, которое сейчас, подводя итоги 30-летнего нашего самостоятельного государства, можно сказать, что на протяжении 30 лет неустанно наши сотрудники, наша система вносила свой посильный вклад в дело укрепления безопасности нашей страны, в деле укрепления стабильности и экономического процветания нашей Родины. За эти годы мы подтвердили, что мы многонациональная страна, можем сохранять мир и спокойствие. Мы динамично развиваемся, мы переходим на новые технические, новые вооружения, которые позволяют нам эффективно бороться с вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. За годы службы наши сотрудники, проявляя мужество и героизм, иногда путем своей жизни зарекомендовали себя с высокой стороны. И та оценка, которая дается нашими гражданами, правительством, главой государства, что неоднократно награждены были наши сотрудники высокими государственными наградами, лишнее тому подтверждение. Нам предстоит еще много сделать для того, чтобы наша страна вошла в 30-ку мировых лидеров. И во многом это говорит о том, что наша работа должна быть всегда, прежде всего, работать на опережение, чтобы мы вовремя приходили к нашим гражданам, чтобы меньше чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера было в нашей стране. И от себя лично, от всего руководства министерства поздравляю вас с наступающим праздником, поздравляю ваши семьи, желаю вам крепкого здоровья и новых достижений во благо процветания нашей Родины. С праздником!